В эфире новости, в студии Надежда Саханская. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Петр Шамаев выдвинулся на выборы в Государственную Думу. С сегодняшнего дня он приобретает статус кандидата в депутаты от партии «Единая Россия». Новый горизонт Верхневилюйской. Село ждет масштабное преображение. Границы населенного пункта официально расширены. «Голос Дальнего Востока» звучит в Якутске. В столице республики прошел конкурс вокалистов и авторов-исполнителей. В Ленском районе отмечается повышение уровня воды на реке Лени вследствие выпавших осадков. У поселка Витим уровень воды достиг 830 сантиметров. Гидрологи прогнозируют дальнейший рост. У поселка Пеледуй тоже ожидается рост уровня воды. В МЧС Якутии призвали жителей Ленского района соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется заблаговременно поднять ценные вещи на чердачные помещения, подготовить документы и предметы первой необходимости, а также перегнать сельскохозяйственных животных на возвышенные участки местности. Жертвам телефонных мошенников могут начать возвращать украденные деньги. Минцифры подготовила правила, которые превращают долгий и безнадежный процесс в понятный алгоритм. Если человек стал жертвой аферистов, он обращается в банк. Тот проверяет, мог ли сам остановить подозрительный перевод. И если банк действовал по закону, заявление передают оператору связи, который должен был распознать мошеннический номер. Ошибка на любой стороне, и ущерб возмещают в течение 30 дней или 60 для международных переводов. Причем решение можно оспорить. Петр Шамаев выдвинулся на выборы в Государственную Думу. Сегодня он подал пакет документов в окружную избирательную комиссию по 29-му Якутскому одномандатному округу. С сегодняшнего дня он приобретает статус кандидата в депутаты от партии «Единая Россия». Волнительный очень момент для меня, очень ответственный, большая ответственность. С сегодняшнего дня являюсь кандидатом от партии «Единая Россия» по 29-му избирательному одномандатному округу. Всех благодарю, партию, жителей, которые меня поддержали, и начинаю работу как кандидат в депутаты. Будут очень много встреч. На сегодняшний день документы о выдвижении подали следующие кандидаты от партии: Анатолий Наговицын от «Яблока», Аян Васильев от КПРФ. Напомним, трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу состоится с 18 по 20 сентября текущего года. В Якутске продолжается строительство нового трехэтажного корпуса школы номер 20. Сейчас рабочие ведут бетонирование и монтаж плит перекрытия первого этажа на отметке 3,5 метра. До конца этого года планируется полностью выставить каркас здания. Корпус общей площадью более 5300 квадратных метров рассчитан на 360 учеников и поможет полностью разгрузить учебные классы. Внутри корпуса разместятся современные учебные кабинеты, спортивные актовые залы, а во дворе обустроят беговые дорожки и игровую площадку. Сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре 2027 года. Работы на данном объекте мы начали в прошлом году с проектирования, прошли госэкспертизу и сейчас непосредственно приступили к самим подрядным работам. На данном этапе мы установили сваи, сезонно охлаждающие установки и ведутся работы по бетонированию. Все в рабочем порядке, совместно с заказчиком, проектировщиком, авторским надзором. Какие сложности возникают, мы оперативно устраняем. Историческое событие произошло в селе Верхневилюйск. Долгожданное расширение границ, которое изменит жизнь села. 7 лет назад депутаты сел Андреевска и Верхневилюйск подписали соглашение о передаче 4500 гектаров земли. Оформление в Росреестре было непростое и долгое. И вот сейчас по земельной документации законодательно все защищено. Уже начали делать новые мастер-планы. Открылось много возможностей. В скором времени построят новые микрорайоны. Также на территории Верхневилюйска появились дополнительные сенокосные угодья. Самое главное, на тот берег тоже взяли землю. И когда будет сделан мост, а мост у нас уже проект с экспертизой в Москве лежит, но это федеральная трасса, у нас будет левый, правый берег села Верхневилюйск. И участки будут сперва разделены на многодетных, участникам СВО и инвалидам, которые в очередь стоят. И не только мост, а в этом году планируется газификация той берега. Проект
вроде Сахатранснефтегаз сделано. В этом году хотят переправить газ в тот берег. Из крана течет чистая вода. В Якутии по федеральному проекту, который реализуется в рамках президентского нацпроекта, доступ к качественному водоснабжению получили уже 88,18% городских жителей и 60,23% населения республики в целом. Оба показателя превысили планы. Модернизировано и построено 17 объектов вместо запланированных 12. Один из самых ярких примеров – водоочистная станция в Покровске, запущенная в конце 2021 года и обеспечивающая жителей Хангаласского района безопасной водой. И на данный момент мы полностью покрываем город Покровск и летний водопровод. И сейчас стоит современное оборудование. Мы полностью круглогодично подаем чистую воду в водопроводную, в краны жителей города Покровска. И вода проходит фильтрацию, многоступенчатую фильтрацию. И вот, как видите, вот в чистый резервуар попадает вода, которую мы подаем уже непосредственно в город. Оперативный штаб республики продолжает работу по дополнительному оснащению и обеспечению участников специальной военной операции. В рамках федеральной программы якутские производители готовят к поставке на фронт снегоболотоходы, дроны и электромотоциклы. Кроме того, республика планирует закупить очередную партию материально-технических средств для нужд вооруженных сил Российской Федерации. В перечень войдут приборы для противодействия беспилотным летательным аппаратам, запасные части к снегоболотоходам и другое необходимое оборудование. Мы продолжаем работу по приему и доставке гуманитарных грузов. Это и транспорт, и техники, предоставленных от предприятий и организаций, ну а также жителей республики для передачи нашим бойцам. Мероприятия по дополнительному обеспечению участников специальной военной операции продолжаются. Жители и гости Якутска могут бесплатно и анонимно проверить здоровье, в следующие дни пройти тестирование на ВИЧ, гепатиты Б и С, сифилис и туберкулез можно прямо во время прогулки на свежем воздухе в парке культуры и отдыха на Талом озере и городском пляже. Акцию проводит Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Процедура занимает всего 15 минут. Результат сообщают строго конфиденциально. Специалисты не только проводят диагностику, но и отвечают на все вопросы о том, как защитить себя от этих заболеваний. Организаторы напоминают, ранняя диагностика помогает вовремя начать лечение и уберечь своих близких. Одно из профилактических мероприятий снижения распространения инфекционных заболеваний у нас является это ранняя диагностика и повышение информированности населения. И в целях этого мы проводим такие мероприятия на открытых площадях нашего города. Проводим ИХ-тестирование 4-го поколения с точностью до 99,9%. Кровь берется капиллярно из пальца одноразовыми скарификаторами, и через 15 минут уже сдавший узнает свой статус. Учащиеся школы имени анимпадиста Сафронова Алампа Татинского улуса села Итыкёль посетили 2 палаточных лагеря и многофункциональный лагерь Сайдам. Среди них популярностью детей пользуется лагерь информатики, который уже 3-й год собирает ребят, у которых высокий интерес к новым технологиям. Нынче в лагере 18 детей с 4 по 9 классы под руководством учителя информатики Яны Павловны. Ребята учатся создавать сайты, работают с различными программами и даже придумывают и создают свои компьютерные игры. Разрабатываю игры со собственной командой. Допустим, вот в этом году, то есть, мы шли на интенсив, называется он Древейти, да? И с помощью этого мы смогли заинтересовать некоторых инвесторов. На данный момент мы изучаем Blender, движки, где создаются игры, и используем искусственный интеллект для того, чтобы разрабатывать сайты и игры. Как я считаю, этот лагерь просто самая очень хорошая вещь для тех людей, которые хотят быстро изучить программирование, либо создание чего-либо быстро за очень короткий срок времени. Допустим, за эти 5 дней, как мы уже в этом лагере, я уже знаю, как создать сайты, делать игры, придумывать игры, как можно использовать VR в реальной жизни и так далее, честно говоря.
Археологи исследовали старинные землянки 17-18 веков в Горном Улусе. Сотрудники Института гуманитарных исследований провели раскопки в мытакском наследии на территории местности Эбе-Алас. В ходе работ, организованных при участии местного краеведа, ученые обнаружили фрагменты глиняной посуды, костные останки и каменные орудия труда. Все найденные артефакты были классифицированы и направлены на детальное изучение. Отмечается, что в данном районе сохранились и другие аналогичные площадки древних поселений. Справа мы заложили один разведочный шурф размером 1 к 1. В конце концов мы решили сделать прирезки, дополнительные прирезки. В конце концов у нас вышло примерно 4 квадратных метров. Мы скопали, да? Нет. Больше. 7. Где-то, да. 7 квадратных метров. Наверное, так. И вот мы нашли керамику, что является очень даже неоспоримым фактом, что там люди жили. Огромное количество глиняной обмазки, то, что там действительно был очаг, скорее всего. И также мы нашли остеологический материал, это кости. Выходит, что там действительно жили люди. И, скорее всего, надо там дальше проводить дальнейшие работы, чтобы точно выяснить, кто там жил, чем они занимались. И также, возможно, там есть дополнительные строения. Надо смотреть. В Якутске прошел конкурс вокалистов и авторов-исполнителей в рамках музыкального фестиваля конкурса «Родники. Дальний Восток», который проводит организация движения «Газманов-Родники» под руководством Олега Газманова. Победители получат приглашение на всероссийские финалы «Родники-2026» и «Родники-Дети-2027», а также творческую, информационную и наставническую поддержку проекта. Финалистов ждет профессиональная подготовка, работа с вокальными педагогами, режиссерами, стилистами и звукорежиссерами. Лучшие выступят на финале в Биробиджане. Якутск стал 4-м городом дальневосточного тура конкурса после Благовещенска, Хабаровска и Владивостока, а завершится серия отборов в Чите. Планка у проекта высоченная, и все города показали себя очень хорошо. То есть к нам приходят не конкурсанты часто, а уже готовые артисты. А готовый артист – это не только попадание в ноты. Это образ, это вера в то, что ты поешь. Это уже не волнение на сцене, а восторг от зрителя. Потому что все эмоции, которые артист испытывает на сцене, он передает своей аудитории. А ведь песня на самом деле – это не просто набор звуков. И важно не кто там выше ноту какую-то возьмет, а кто сможет рассказать историю песни. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.